В борьбе с коронавирусной инфекцией наши врачи стоят бок о бок со своими коллегами из Москвы. Вторая группа медиков прибыла в Ингушетию, напомню, в минувшую среду. Сегодня они вели прием в жителей города Воинской Славы. С подробностями наш корреспондент Диана Дударова. Тяжелая больница поступила. Замечательно. Сейчас 97. Так, бригада московских врачей начинает прием первого пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией. На осмотре жительница Малгобека Аза Даурбекова. С собой все результаты анализов, снимки, заключения врачей. Женщина пролежала в инфекционной больнице с 17 по 31 мая. И вот спустя 2 недели уже с новыми результатами компьютерной диагностики посещает борцов с коронавирусом из Москвы. Частый и сухой кашель. Несмотря на долгое лечение, этот признак болезни у пациентки до сих пор не прошел. Правда, как объясняют медики, сильно переживать из-за этого не стоит. У каждого период восстановления индивидуален, а кашель и слабость могут сохраняться на протяжении месяца. Ничего криминального в этом нету, сверхъестественного тоже. Потому что, опять же, я говорю, что вот эти изменения, которые остаются, они вот никуда не деваются одним моментом. То есть кашель у каждого по-разному может оставаться там еще неделю, 2 недели, 3 недели. Изменения могут быть там, опять же, в НКТ довольно длительно. Но принимая вот препараты антиоксидантные в первую очередь, можно дома попить аскорбиновую кислоту, потом витамин D, к примеру, да. И вот, к примеру, фульмуцил в дозе 2 таблетки в день, 1200 миллиграмм. Повторное КТ следует делать только через 1,5–2 месяца после выписки, отметили врачи. Такой информацией до этого момента не владели и ингушские медики, старающиеся не упускать детали приема. 1,5–2 месяца от момента последнего КТ. Вот, потому что раньше смысла нету. А в коридоре в ожидании встречи с московскими врачами другие переболевшие пациенты. Коронавирус побороли, но до конца еще не окрепли. Уже месяц назад как переболели, потом стало плохо. Мы сейчас лежим в стационарном лечении, вылечились, сейчас приехали. Вот сейчас продлевать нам еще 2 недели на изоляцию. Сейчас выходит, просто хотим сейчас попасть к врачам. Бригада московских докторов прибыла в Малгобек на 3 дня в составе мультидисциплинарной группы: врач-рентгенолог, инфекционист, анестезиолог, хирург, пульмонолог и анестезистка. Сегодня по плану прием уже переболевших пациентов и тех, кто находится на амбулаторном лечении. Также до конца дня планируют провести работу с медицинской документацией. По просьбе наших коллег мы дадим рекомендации по оформлению медицинской документации. Мы проведем разборы умерших пациентов. Мы посмотрим пациентов, которые обращались с жалобами, и дадим пособие нашим коллегам я еще раз повторюсь, по заполнению медицинской документации: согласие, планы лечения, обследования, консилиумы, назначение дорогостоящих препаратов и так далее. Пока план такой. Как отметила бригада докторов, уровень подготовленности ингушских коллег их порадовал. Методы лечения и диагностика не уступают московским больницам. Как известно, Москва первой приняла удар эпидемии. Там же зафиксированы самые большие цифры зараженных от легких до самых тяжелых форм. Врачам приходилось применять самые различные методики лечения. И цель таких визитов не в проверке, а в желании посмотреть свежим взглядом, как обстоят дела в регионах, и поделиться своим опытом борьбы с коронавирусом, отмечают приезжие. Местные медики красной зоны признаются, что консультативная помощь опытных коллег для них очень значима. Дополнительные их рекомендации в плане ведения документации, в плане ведения уже переболевших больных, амбулаторных больных, в плане ведения стационарных больных, потому что эти врачи, они полностью открыты нам для помощи консультативной и методической помощи, поэтому для нас это огромный вклад, для нас это огромная помощь. Мы благодарны и нашему министерству, и московскому департаменту в том, что организовали вот такую бригаду для нас. Также в рамках визита в Малгобек бригада московских врачей посетит инфекционные корпуса. Они пообщаются с лечащими врачами, проведут осмотр тяжелых больных, дадут рекомендации и при необходимости коррекцию лечебного процесса. Как отметили московские доктора, ситуация с ковид объективно пошла на спад. С момента приема коронавирусных больных на базе Малгобекской больницы число поступивших составило 346 пациентов. Выписано 260, под наблюдением остаются 86 зараженных. По сравнению с началом, с момента открытия, конечно, пациенты не настолько тяжелые,
Первые дни пациенты были, конечно, тяжелые, запущенные. Так как стала уже доступна стационарная помощь, стали поступать пациенты уже в ранних стадиях разгара заболевания. И на данный момент, конечно, есть среди них тяжелые больные, но не такая ситуация сложная, как была в начале. А это сегодняшние кадры из красной зоны. Итак, каждый больной в ожидании своей выписки. Правда, больница уже не забита больными, как в самом начале. И, как отметили московские врачи, эпидситуация в регионе позволяет приступить к сокращению коек. Такую практику начали применять и в московских клиниках. Из-за увеличения числа зараженных еще 28 апреля по указу главы региона здесь было развернуто около 100 коечных мест. Это 2 корпуса для коронавирусных больных. Правда, уже на этой неделе в Малгобекской больнице ожидается большая выписка. Заболевших с каждым днем становится все меньше. И совсем скоро здесь будет функционировать только одно инфекционное отделение. Таких результатов удалось добиться благодаря упорному труду как врачей, так и населения, соблюдению режима самоизоляции и мер предосторожности. Однако Минздрав напоминает, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом пошла на спад, расслабляться рано и советует следовать рекомендациям медиков и Роспотребнадзора. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.